Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. «Время героев» – федеральная образовательная программа, инициированная президентом страны Владимиром Путиным. Она призвана решить стратегическую задачу по подготовке высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов СВО. Наш гость в студии сегодня Николай Соболев, герой Российской Федерации, кавалер 2 орденов мужества и медали за отвагу, участник второго потока президентской кадровой программы «Время героев». Николай Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вот вы участник президентской кадровой программы «Время героев». Как она вам? Как она на вас вообще повлияла? Программа очень обширная на самом деле. Прям жесткая такая подготовка. Они с первых дней мы 7 числа приехали, 7 июня 2025 года. И нас сразу посадили, нам сразу начали вливать очень большое количество потока информации. Вот у нас начинают государственные структуры и пошли раскладывать прямо с первых дней. И нас заваливали. У нас занятия проходили с 9 утра до 11 вечера. Прям вообще без перерывов, можно сказать. Сильные спикеры у нас выступали, такие там, как Собянин, Лавров, Хуснуллин. Приходили с лекциями, читали, было очень интересно, много познавательного у них узнавали. Прям сильная программа. Жаль, немножко модули такие короткие выходят у нас по времени. У нас в основном месяц подготовки, и в основном упор делается на стажировку саму, либо уже на практическую работу. Но вот сейчас у вас практическая работа, мне кажется, началась полным ходом. Вам же Айсен Николаев предложил стать его помощником для координации и подготовки кадров для экономики страны. Вот какие задачи в этом направлении вы уже ставите? Основная задача — это у нас сейчас подготовка кадров, направленная на промышленность, потому что у нас небольшая просадка в этом направлении, а в нашем регионе основная экономическая сила — это у нас в промышленности заключается. И глава уже поставила задачу нацелиться пока на это. Естественно, основной сейчас упор, федеральный уровень уже ставит задачи, что технологическое развитие, это я говорю, ИИ, то есть в основном такое направление промышленности и ИИ. 2 года назад вы стали 6-м якутянином, удостоенным высшей награды за время своего участия в специальной военной операции. Можете рассказать про тот бой, итогом которого стала «Золотая звезда»? Да, на самом деле там все было просто. У нас 21 августа 2023 года поступила срочная задача от командующего, я был у него в резерве. Поехали в срочном порядке, туда выехали, не зная ни местности, ни обстановки, абсолютно вообще ничего, можно сказать, были слепые. Ворвались клином, боевые порядки, то есть построили такую тактику, очень сильно прорывную. И с минимальными потерями у нас за 21 день мы захватили очень сильную, большую территорию. Взяли под свой контроль, а это был основной плацдарм для дальнейшего развития наступления основных сил. Страшно было? Да, там привыкаешь. За такое время-то с 22-го года, конечно, привыкаешь. Понятно. Давайте поговорим тогда о значении военного образования для подрастающего поколения. В этом году как раз-таки в республике отмечаем столетие. Военное образование, оно как кузница кадров, все равно оно очень дисциплинирует, наверное, я бы так сказал. То есть оно расстанавливается все по полочкам. Я не скажу, что это прям великими учеными, конечно, учат быть, но там приучают к дисциплине, к тому, как относиться и правильно изучать определенные науки, как к чему-то добиваться, и прям стабилизирует картинку общую. Это важное направление. Недаром в советское время даже основные политики и руководящие должности занимали военные. Да, получается, что дисциплина – это ключ к успеху. Да. Этот год у нас по инициативе президента России Владимира Путина идет под эгидой Года единства народов. В открытии года приняли участие герои России Андрей Григорьев Тут и Алексей Петров. Для вас, как для героя России, участника СВО, что означает вообще единство народов нашей страны? Год очень важный. На войне, знаете, это как-то в мирной жизни все там нас разделяют на национальности. На войне такого нет. Там все одинаковые религии, все одной веры, все одной национальности. И как-то, вообще все про это все забываешь. И все становятся хорошими, добрыми отношениями, такие, невзирая на тяжелые условия. И как-то это сближает. Вот к этому надо сейчас стремиться в мирное время. Находить общие какие-то языки, вот так поддерживать. Это важное мероприятие на самом деле.
Ну вот как человек, который родом из семьи военнослужащих, вы же в детстве жили в Якутске. Сейчас какие-то можете положительные моменты отметить в развитии столицы и в целом всей республики? Да, вообще город очень изменился. Я последний раз здесь был в 2013 году, ну вот как со школы выпустился. И я приехал в следующий раз аж только в 24-м. То есть у меня служба, и вот все, и на восточный, ну на западный округ я как уехал, так там и остался. Ну, я сразу город не узнал прям. Ну, центр еще как-то там что-то похоже, узнаешь все равно. А так город очень сильно развивается, прям это видно, и он все-таки уже перескакивает цифру 500 тысяч населения. Это тоже дает огромный такой стимул развития городу. Ну, очень сильно меняется, и он это прям в лучшую сторону. Но когда вы вернулись в Якутск, вы почувствовали, что вы приехали домой? Ну, конечно, тут сразу чувствуется наш вот этот домашний русский дух. На самом деле, наверное, ты его нигде в стране так не почувствуешь, как вот такие вот северные города приезжаешь, вот в Якутию, ну как-то здесь люди добрее. Ну возможно, кстати, у северян такой дух Да. особый. А по районам республики успели поездить? Ну, я в ходе стажировки, когда в августе здесь был, я съездил в муниципальный район, это в Чорпчу. У меня там стажировка была на муниципальном уровне, я неделю стажировался. И мне очень понравилось там, я понял саму суть работы главы муниципального района. Очень такая интересная работа, прям как это. В простонародье мы у себя на военном называем это как командир полка, такой маленькая, своя территория, и ты там вождь. Хороший район, мне понравилось. Николай Сергеевич, и в преддверии Дня защитника Отечества хочется услышать от вас какие-то пожелания, поздравления нашим телезрителям. Самое главное, я всегда говорю, постарайтесь в этот праздничный день, да в любой вообще праздничный день провести дома эти праздники, потому что мы все утопаем в той рутине, то что каждый день ходим на работу с утра до вечера, семьями практически не видимся, а это вот такая уникальная возможность провести почаще свое время с семьей, уделить вот это внимание с дорогим, своим родным и близким. Это вот самое главное, сохранить вот это семейное тепло и пользоваться этими минутами счастья, чтобы быть рядом всегда. Это самое дорогое, вот, которое у нас есть. Большое спасибо вам за то, что и за слова поздравления, и за то, что нашли для нас время, поделились такой интересной информацией. По возможности приходите к нам еще. Да, спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.